Итак, мы открываем наш круглый стол, и первое приветственное слово предоставляется заместителю министра по внешним связям и делам народов Пяткиной Татьяне Николаевне. Доброе утро, уважаемый владыка Роман, уважаемый Александр Николаевич, уважаемые участники круглого стола. Пользуясь случаем, разрешите поздравить вас с Днем Учителя. Знания – это самое ценное на земле. И тот, кто их несет и передает новым поколениям, выполняет наиважнейшую миссию. Желаю вам крепкого здоровья, успехов, оптимизма и новых творческих свершений в вашем благородном труде. Духовное образование в Якутском крае прошло длительный путь. От открытия первой миссионерской школы при монастыре до создания комплекса епархиальных духовных учебных заведений. Общеизвестно, что просвещение якутян началось с распространения православной веры и крещения. Вместе с христианизацией началось распространение грамотности среди жителей Якутии. И большую роль в этом сыграл Илья Максимович Шадрин. Он, как прогрессивно мыслящий человек, уделял большое внимание приобщению местного населения к образованию, помогая способным молодым людям получить образование в престижных учебных заведениях Российской империи. По инициативе Ильи Шадрина в 1800 году был подписан указ императора Павла I об открытии школы в городе Якутске при Спасском монастыре. И в январе 1801 года при Спасском монастыре была открыта духовная школа. Город Якутск стал центром образования и просвещения. В школе преподавались русская грамматика, чтение, письмо, священная история и краткое наставление о должностях верноподданного. В ней учились и представители якутской молодежи. Первым учителем духовной семинарии стал иеродиакон Иркутской духовной семинарии Капитон. Через некоторое время вторым учителем назначили Аниквадиста Винокурова, одного из первых представителей якутского народа, обучавшегося в Иркутской духовной семинарии. В 1808 году в городе открылось гражданское уездное училище, а затем в 1819 году духовное приходское училище. Кроме этого, школы начали появляться и в отдаленных улусах республики. Большую роль в этом сыграли местные жители, которые поддерживали школы личными сбережениями. В 1860 году в Якутской области работало 10 учебных заведений, в которых обучались 361 ученик. Также большое внимание стали уделять и образованию девочек. В 1882 году в Якутске открылась первая женская гимназия, которая готовила домашних учительниц и учительниц начальной школы. В 1888 году открылось Якутское епархиальное женское училище и несколько десятков церковно-приходских школ и школ грамоты. Начало 20-го столетия, до 1917 года, характеризуется активным развитием учебных заведений в городе Якутске и открытием средних учебных заведений. Мы с вами знаем, что на тот период действовало 4 средних учебных заведения. Это реальное училище, женская гимназия, женское епархиальное училище и духовная семинария. Учебные заведения Якутской епархии являются своего рода школами межнационального общения. Особенно хочется это подчеркнуть. В 90-х годах в Якутию к нам приезжал глава Русской Православной Церкви патриарх Алексий II. И при посещении своем он, обращаясь к участникам Ассамблеи народов Республики Саха-Якутия, отметил: христианизация способствовала развитию национального самосознания Якутии, не разрушая обычаи, традиции и уклад жизни народов, а также поддерживая стремление к созданию государственности с Россией.
И сегодня наша церковь имеет ясное видение путей своей деятельности по утверждению мира на земле, укреплению дружбы, доверия между народами и отдельными людьми. Якутская епархия, имеющая богатую историю и традиции, ставит перед собой значительные задачи, рассматривая которые следует признать, что православие играет большую роль в сохранении стабильности и взаимопонимания между народами, проживающими на территории Якутии. За 200 с лишним лет на территории Якутии сложилась система начального образования, которая затем стала началом великого пути к знаниям. Образование стало обязательным и необходимым, открывая все больше школ в селах, количество образованных людей с каждым годом росло. В заключение мне хотелось бы сказать, что сегодня во взаимодействии православной церкви и государственной системы образования созданы все необходимые важные условия для объединения усилий церкви и государства в формировании духовно-нравственной культуры подрастающего поколения. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Татьяна Николаевна. Благодарю вас за приветственное слово с глубокой исторической справкой. Мы еще раз выражаем признательность Министерству по внешним связям и делам народов за тесное сотрудничество с епархией, в том числе и проведение этого мероприятия и форума. Божьей помощи вам в трудах ваших. Приветственное слово предоставляется заместителю директора Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия Светлане Александре Поповой. Уважаемый владыка Роман, уважаемый Александр Николаевич, уважаемые участники 10-го Дальневосточного Свято-Иннокентьевского духовно-просветительского студенческого форума. Национальная библиотека Республики Саха-Якутия всемерно поддерживает все инициативы Якутской и Ленской епархии. Нас с вами связывает давняя, не побоюсь даже этого слова, проверенная веками дружба. Мы являемся единственной библиотекой в регионе, где с исчерпывающей полнотой собирается и хранится вся духовная культура народов Якутии. Это в первую очередь церковные книги, изданные Русской Православной Миссией, которые являются самыми ценными книжными памятниками Якутии. Мы живем в 21 веке, и многим кажется, что книга в Якутии, она существует давно и уже веками. Но ученым, книговедам Якутии представлялось важным установить самый первый момент, когда в столь глухой край книга попала впервые. И в этой связи мы, конечно же, не можем не вспомнить имя ярчайшего книговеда, имя Евдокии Павловны Гуляевой, которая в 2012 году была удостоена ордена Русской Православной Церкви имени святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского третьей степени, от святейшего патриарха Кирилла Московского и всея Руси, с которым ей была дарована встреча и общение. Важно было установить, по каким каналам книга распространялась, кому население нашего края обязано первым зачатком грамотности, приобщенности к достижениям великой русской культуры. Для Якутии чрезвычайно актуально то, что на сегодня изучено, кто разработал якутскую письменность, предложил национальный алфавит, первым стал выпускать периодические издания, печати. Сегодня всем нам нужно и важно знать самые глубинные истоки якутской книжной культуры, все истории библиотечного дела нашего края, которые неразрывно связаны с вкладом Русской Православной Церкви и, конечно же, с именем святителя Иннокентия Вениаминова, просветителя Сибири и Америки. Эти знания передаются студентам вузов и СУЗов Якутии, читателям всех возрастов, всех библиотек республики. Якутскую и Ленскую епархию и Национальную библиотеку объединяет единая цель – воспитание среди молодежи уважительного отношения к книге, понимание истории развития местного книгоиздания и истории распространения знаний.
Коллектив Национальной библиотеки Свято чтит историю, связанную с православной книгой, и продолжает традиции сотрудничества и взаимопомощи во всех начинаниях. Спасибо. Спасибо, Светлана Александровна. Мы благодарим вас, руководство библиотеки национальной и всех сотрудников, на самом деле за очень тесное сотрудничество. По-другому быть и не может. У нас одни корни, одна долгая совместная история. Слово для сообщения странички истории школьного образования города Якутска предоставляется Пантелеймону Пантелеймоновичу Петрову, старшему научному сотруднику Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, Сибирского отделения Российской академии наук. Пантелеймон Пантелеймонович, пожалуйста, вам слово на регламент 5 минут. Добрый день, уважаемые организаторы круглого стола, участники. Изложить в хронологическом порядке историю открытия первых школ, где учились дети разных сословий населения Якутска. Хотелось бы обратить ваше внимание на коммуникативные возможности школьного образования как такового. Первоначальная функция школ – это дать детям набор знаний, умений и навыков, которые, на мой взгляд, составляет ядро коммуникативной передачи всего того опыта, который был наработан обществом в том или ином отрезке времени и развития. Первое образовательное заведение, если назвать его школой, связано с именем воеводы и стольника Ивана Федоровича Большого Голенищева-Кутузова, который правил Якутским уездом 1660 по 1667 годов. Он умер в Якутске. До перемены воеводства досиживал его сын Михаил. Воевода Иван Голенищев-Кутузов имел большую семью не на словах, а в действительности. Известно, что в Якутске в его семье подрастали 4 сыновей, а сколько было дочерей, об этом документы умалчивают. Так как воевода принадлежал к высшему слою общества, то он был обязан передать на службу царю выросших детей образованными, умеющими не только читать и писать, но и самостоятельно принимать решения, что на практике применил его сын Михаил. Но в те годы в Якутске не было и в помине школьного заведения и учителей. Надо было как-то выкрутиться из создавшегося положения. К радости воеводы в острожной тюрьме содержался ссыльный поляк Конюховский, обвиненный за изготовление фальшивых монет, который взялся за обучение 4 сыновей воеводы. Дело шло как нельзя лучше, поскольку заключенный не мог требовать с воеводы за оказанную услугу денег. Но кто-то из служилых людей донес царю о том, что воевода Голенищев-Кутузов в нарушение устава о ссыльных дает много свободного времени заключенному Конюховскому, занятого обучением его детей. Однако Голенищев-Кутузов был привлечен к ответственности не за нарушение, а за так называемое лихаимство и взяточничество. В Якутске, так же как и в других городах, наблюдалось развитие домашнего образования, в котором активно принимали участие те, кто по каким-то обстоятельствам, например, по старости, по болезни, не могли принять участие в несении государевой службы, учили детей грамоте на дому. Такая форма коммуникативного обучения продолжалась вплоть до 1917 года. К примеру, сын боярский Афанасий Уваровский до поступления в Якутское уездное училище проходил домашнее обучение у деда по материнской линии казака Егора Львова. Такая практика была своеобразной подготовкой к условиям для восприятия более сложных понятий
по грамматике и математическим вычислениям. Как видно, со временем задачи коммуникативного обучения менялись вместе с запросами обыденной жизни горожан, подвергавшихся изменениям в соответствии с требованиями, предъявляемыми как учителям, так и вновь созданным школам с учетом их значимости прилегающей территории, в данном случае в городе Якутске. Ну, тут уже до меня уже сказали, какие школьные и училищные заведения были открыты в городе Якутске. В 1833 году в город Якутск приехал Дмитрий Павлович Давыдов, известный по песне «Священный Байкал». Вот этот поэт, он работал 10 лет здесь смотрителем училищ Якутской области. Он здесь применил новый метод, это организовал так называемые выпускные акты, в котором принимали участие ученики, показывали свои достижения при родителях, выступали со стихами, читали книги. И такое испытание прошел Вася Никифоров из Хангаласского уруса Немиргунского наследия и получил похвальный, малый похвальный лист. Ну, спасибо за внимание. Спасибо, Пантелеон Пантелеонович. Вы, пожалуй, самый яркий историк православия в Якутии на сегодняшний день. И для нас большая честь ваше выступление. Желаем вам помощи Божией. К микрофону пригласим уважаемого Анатолия Анатольевича Добрянцева, председателя Республиканской общественной организации «Потомки государевых ямщиков». Уважаемый Александр Николаевич, уважаемый владыка Роман, уважаемые участники круглого стола, сегодня наконец-то проводятся мероприятия, посвященные историческому наследию нашего выдающегося земляка, выходца с коренных жителей 5-го Мальжигарского наследия Ильи Максимовича Шадрина. Об этом человеке я слышал еще в маленьком детстве, когда наши старики, потомки государевых ямщиков, проживающие в Журинской почтовой станции, говорили об этом уникальном человеке. Эти старики родились еще в 1880-х, 90-х годах, когда в конце 60-х, в начале 70-х годов я учился еще в начальных, средних классах, интересовался историей своего наследия, что был у нас здесь знаменитый князец, человек, который связан с Богом, очень много помогал нашим предкам, первым поселенцам, значит, далекую Якутскую область. Нынче исполняется 250 лет со дня приезда первых поселенцев, наших предков, государевых ямщиков. Например, в нашу Журинскую почтовую станцию был поселен Петров Ефим с Ярославской губернии, мой прямой, значит, первопредок. И, конечно, вот Илья Максимович Шадрин в то время
значит, его отец еще, Илья Максимович, Максим Яковлевич Шадрин, был князцом, но затем Илья Максимович, Максим Яковлевич был затем в 1780-х годах вторым главой Хангаласского улуса после Сафрона Сыранова. И я спустя 220 лет после Максима Яковлевича Шадрина возглавил свой родной район, выходец из 5-го Мальжигарского наслега. Ну, когда мои землячки, прямые потомки, сестры Шадрины, Галина Ефимовна и Юлия Ефимовна, обратились ко мне, мы начали писать книгу о 5-м Мальжигарском наслеге. Агдаке – это древнее название нашей земли, где находилась наша Ижуринская почтовая станция. Но я помогал, возглавил редакционный совет, вышла очень хорошая книга, и впервые в этой книге было краткое описание жизни и деятельности знаменитого княжеского рода Шадриных, в том числе, конечно, и Максима Яковлевича, и Ильи Максимовича. Потом Галина Ефимовна обратилась, возможно, в архивах Санкт-Петербурга будут уникальные данные. Мы в Якутске нашли предположение этих данных. Мы на свои личные сбережения командировали Галину Ефимовну в Санкт-Петербург. И действительно наши ожидания превзошли все думы, что действительно этот человек был выдающимся потомком своего поколения, который внес очень значительный большой вклад в деле просвещения, экономического развития местного самоуправления своего народа. Тогда я обратился к Александру Николаевичу Жиркову, что надо, поглубже изучить наследие Ильи Максимовича Шадрина. Но Александр Николаевич, как историк, сразу проникся глубоко. Действительно, почему до сего времени наши историки не изучали наследие этого выдающегося деятеля своего времени. И мы Галину Ефимовну Силтумана еще дважды командировали в Санкт-Петербург. И действительно, один раз я с Галиной Ефимовной даже вместе ездили. Там командировка совпала в связи с мероприятиями юбилейными нашей республики. И, конечно, действительно в Санкт-Петербургских архивах были найдены уникальные документы, которые повествуют встречу Ильи Максимовича с императорскими окружениями, начиная Екатерины II, Павла I, Александра I, личные приемы у императоров Павла I, Александра I и так далее. В том числе, конечно, материалы по просьбе по открытию первой миссионерской школы, которую мы отмечаем сегодня 220-летний юбилей. В том числе строительство Воскресенской церкви Синской. Я вчера вечером только прибыл, жюри Синска. Вчера встречался с новым главой Синска, с Ливерьевым Майданом Никифоровичем, что надо наконец-то завершить строительство этой уникальной церкви в сельской местности, который был построен еще в 816-820-х годах. В 821 как раз состоялось освящение этой церкви. Но новый глава обещает завершить это строительство. Но скоро выйдет книга
значит, о представителях первой якутской прединтеллигенции, которая, значит, написана, конечно, усилиями сестер Шадриных при глубокой поддержке и изучении глубокого наследия Ильи Максимовича Александром Николаевичем. Поэтому я от всей души поздравляю участников сегодняшней конференции, что еще одно белое пятно в истории нашей республики, которое мы впервые отмечаем здесь, в стенах духовной семинарии, будет совершено в нашей республике. Спасибо, благодарю. Всего доброго. Вас благодарим, Иван Анатольевич. Мы знаем, как широкого общественного деятеля и глубокого историка Якутии. Спасибо за труды ваши, спасибо за выступление. История миссионерской школы при Спасском мужском монастыре по архивным источникам. Так называется выступление Тамары Викторовны Захаровой, научного сотрудника Якутской духовной семинарии. Анатолий Анатольевич, большое вам спасибо за выступление. Вы показали нам пример живой истории, из устной истории. А мы, историки, работаем с документами. И вот по истории первой школы миссионерской при Спасском монастыре не сохранилось вообще документов в нашем национальном архиве, в котором содержится громаднейший массив документов Якутской епархии. И только благодаря работе в Государственном архиве Иркутской области, в фонде Иркутской духовной консистории удалось выявить лишь некоторые документы по истории этого учебного заведения. Я нашла два документа, которые хранятся в делах с таким глухим названием. Указы Синода и Московской консистории епископу Вениамину и переписка по разным делам. Вообще нет дела, который бы назывался так, об истории миссионерской школы. Что же содержат эти документы? Первый – это указ Святейшего Проектительствующего Синода Епископу Иркутскому и Нерчинскому от 21 июля 1810 года на 10 листах. И по тогдашней традиции этот документ вобрал в себя много других делопроизводственных материалов, например, справки из канцелярии Святейшего Синода и копии разных рапортов. Изучение этого документа позволило выявить некоторые факты. Так, школа была создана, как уже известно, по инициативе якутского кузнеца Ильи Шадрина с целью, как сказано в документе, с целью обучения якутского юношества грамоте. Указ об учреждении школы был учрежден 31 мая 1800 года, но фактически она открылась в январе 1801 года. Так что мы можем праздновать и 1800 год дату, и 1801 год. В школу, как сказано в документе, зачисляли только желающих учиться. Преподавателями были монахи Спасского монастыря и белое духовенство города. Школа содержалась на государственном бюджете. Как известно, как видно из этого документа, с 1801 по 1805 годы школа функционировала нормально. Однако к 1810 году количество учеников уменьшилось вдвое. Это уже известно из второго документа. Делопроизводственная переписка с Якутской духовной консисторией. В этом деле содержится рапорт настоятеля Якутского Спасского монастыря епископу Иркутскому Михаилу Бурдукову. Документ относится к 1813 году. Из переписки следует, что из-за инфляции денег на содержание школы катастрофически не хватало. И привлекает внимание оценка эффективности школы, которую сделал учитель школы, священник анимпадист Винокуров. Он пишет о том, что деятельность школы не имеет влияния на умы якутских родоначальников и их сродников. Я цитирую.
Родоначальники не отдают в обучение своих собственных детей. В школе обучаются сироты, которых приводят сродники для пропитания. Мальчики, видя неуважение к школе среди взрослых, постоянно находятся в отлучках, забывая всю науку. Известно, что в 1814 году был подан рапорт о том, чтобы закрыть миссионерскую школу. Но документов о том, как она действовала до 1819 года, нет. Вот только два этих документа, которые я обнаружила. В исследовательской литературе указано, что в 1819 году миссионерская школа была преобразована в духовное училище. Мне кажется, что вот сейчас настало время дать какую-то оценку деятельности миссионерской школы. Известно, что в 1735 году были созданы школы при Спасском монастыре, что действовали светские школы, навигатская школа, словесная школа. А вот мы ее называем первой. Почему мы ее называем первой? Мне кажется, она первая миссионерская школа для якутских детей, потому что она создана по инициативе представителей якутского народа. До этого таких прецедентов не было. И первая она потому, что она была постоянно действующей. И поэтому вот, оценить факт ее существования на нашем круглом столе – это очень важно. Благодарю за внимание. Спасибо огромное. Важно, что вы прояснили вот это название миссионерское. Она миссионерская не по типу образовательному, готовила миссионеров, а была общедоступной школой, особенно для людей, для детей, которые не могли в силу сословия или положения учиться. Совершенно правильно. Спасибо, Александр Николаевич. Спасибо, Роман. Спасибо. 200 лет эту школу никто не называл миссионерской. Вот сейчас действительно можно дать такую оценку этой школе. Это школа для обучения якутских детей русской грамоте и подготовки их в церковной службе носила миссионерский характер. Это совершенно правильное замечание. Спасибо, Александр Николаевич, благодарим вас. Вот в программе сейчас значится Галина Ефимовна Шадрина. Выступление «Новые архивные материалы просветительской деятельности» Ильи Шадрина. Галина Ефимовна, исследователь о жизни и деятельности Ильи Шадрина. Прямой потомок Ильи Шадрина. Уважаемый Александр Николаевич, участники форума, для нашей семьи, потомков Ильи Шадрина, это очень значительно. Поэтому, я сегодня повторяться не буду, очень много сказано, как основателя этой школы Ильи Шадрина. Я немножко расскажу о семье Ильи Шадрина. Я считаю, что это было уникальным явлением для истории якутской семьи, что в начале 18 века и 19 века именно семья Шадриных здесь с пеленок своих детей обучала русской грамоте. Об этом свидетельствуют найденные нами документы. Например, отец Ильи Шадрина Максим Шадрин был первой грамотной головой Хангаласского улуса. Он стал работать, служить в Пятом Можайкарском наследии князцом, а затем головой улуса, Хангаласского улуса. При нем была построена первая часовня в Хангаласском улусе, это где-то в 1740-х годах. И сам после смерти был захоронен возле этой часовни. И по долгу службы, видать, он стал обучать своих детей этой русской грамоте, потому что его село и наслед находился на тракте, Иркутско-Якутского тракта, вдоль реки Леды, где останавливались очень различные экспедиции, чиновники, государственные служащие. И он должен был знать русский язык. Здесь, по преданию, он обучился, получил образование у дворян этих Шадриных в городе Якутске. И после ухода
жителей, не жителей, а этих нирбаганцев, гурмедов, вардонцев, синий, почти эта земля опустела. И вот его назначили князцом вот в своем наследии. Вот этот наследие, он очень, как сказать, он обширный, почти длиной 200 метров, вот 200 верст, и занимал большую часть до марки Лёкманского улуса и доходила до Верхнебелийского улуса, начиная с Ленских столбов. Вот такая огромная территория была у князя Шадрина. О том, что он обучал детей с детства, свидетельствует также, что Илья Шадрин, когда тоже была экспедиция, остановилась возле реки, устья реки Синяя, он уже с ними свободно разговаривал по-русски. Тем он удивил всех этих членов экспедиции. Через полмесяца они отправили за этим мальчиком в город, сказали, что мы в Якутске не нашли подходящего толмача-переводчика. И по разрешению отца Максима Шадрина мальчик был отправлен тоже в Якутск для помогать вот этой экспедиции. Старший брат Яков Шадрин также был грамотным, тоже об этом свидетельствуют найденные документы. Они, эти братья, конечно, работали в Верховной расправе несколько лет, служили своему народу верой и правдой. И то, что здесь Илья Шадрин тоже своих детей обучал грамоте, свидетельствует о том, что в 1799 году он с собой забрал 2 мальчиков, чтобы они поступили в дворянский кадетский корпус закрытый. Там принимали детей только дворян, и вместе с другими этими баронами, графами Иван, маленький 5-летний мальчик, был записан как князь Шадрин Иван. И знающий русскую грамоту и письменность. В 1800 году, в августе месяце, под свое крыло взял его Кутузов, как хорошо разбирающийся в математике. Это значит, это морской артиллерии, будущий как высокообразованный инженер артиллерии для морского сражения. Коротко так, еще что я забыла. В основном народ Ильи Шадрина, конечно, как сказал, отметил Анатолий Анатольевич Добрянцев, очень уважал, считал его своим якутским царем, и простой народ тоже считал его, сравнивал богатырем из Соломко. Поэтому я очень благодарна. 3 года тому назад я обратилась к Анатолию Анатольевичу, и вот вместе с Александром Николаевичем, он как государственный деятель, как политик, как историк, сразу взялся за это дело. Конечно, помогли в поездках, направили, посоветовали, и благодаря их поддержке вот сегодня упоминается имя Ильи Шадрина как основателя этой школы для инородцев. И вот скоро выйдет книга, именно одна часть посвящена Илью Шадрину. Спасибо вам большое, вам всем за вашу поддержку и помощь. Всего доброго. Спасибо.